пришлось участвовать, значит, в войне с фашистской Германией, японским империализмом. Значит, я участвовал в освобождении ряда стран. Войну закончил 9 мая в Праге, Чехословакии. И вот со своим другом, тоже разведчиком, Николаем Бабченко, так, сфотографировались. 9 мая. Да, вот это с того времени. А потом через 16 лет приехал в Прагу и нашел фотографа и фотографии, где сфотографировался. И вот эта фотография со мной была, я ему показал, он уже постаревший, да, узнал, что это моя фотография. Да, еще интересный случай был в Праге. Когда война кончилась, значит, мы находились в так называемой площади Панкратц. Это в центре Чехословакии, Праги. И вот там фотографировался вот мой друг Юрий Волощенко. И что случилось здесь? Через 2 дня, когда мы гуляли, вдруг наш друг, однополчанин, падает. Значит, его убивает снайпер. Да, мы опешили. Это с какого-то разрушенного дома это произошло. Вот этот дом, вот этот. Так, разрушенного. А мы не могли, значит, найти этих убийц, переодетых фашистов. Потому что переодетых мы не могли отличить от чехов и от других. Ну и вдруг мы через какое-то время видим, что толпа прожан ведет 2 переодетых фашистов. Да, их прямо за волосы дергают, бьют. Ну, мы окружили и не дали, чтобы устроить самосуд. Потом через 15 я приехал в Прагу, я нашел эту же площадь, вот это же здание, и там оказался автобусный парк. Значит, меня сопровождала корреспондент Дединова. И что интересно, там мы, и вот я рассказываю, что было вот в 45 году. Потом удивительно, что мы нашли человека, который один из тех, кто участвовал вот в ловле этих фашистов. И вот мы делимся своими впечатлениями. Видите, вот это очень интересный такой случай такой произошел. Потом месяц мы пробыли в Чехословакии, даже в городе Бенишев. Вот как раз Чехословакия, город Бенишев, 30 мая 45 года. Вот мы здесь в лесу находились, наша часть. А потом через месяц нас направили на восток. Ну, сказали, что на родину едем. А потом оказалось, что мы едем воевать с Японией. Да, доехали до Монгола, советской границы. Там нас высадили, и мы своим ходом, значит, через всю Монголию прошли. Значит, у нас танковая часть была, в танках, на машинах. Потом 8 августа мы оказались на границе с Монголией, Манчжурия, ну, Северный Китай.